Для меня личность представляется ценной только тогда, когда она не обращена на самое себя. Я не люблю позицию художника, который смотрит на себя в зеркало. Я люблю жить в мире вопросов, а не ответов. Быть оракулом – это значит знать ответ. Я не хочу быть оракулом. Я не хочу знать ответы. Я хочу жить и продолжать жить в мире вопросов. Так, теперь двинь немножко назад, вот туда, к стенке. Женя, у тебя получается, что ли, с пучком? Ну, это, блин, ну нет, это не вариант. Я пока переживаю, что штукетник из 3 сеток почти полностью закрывает световую партитуру. Мне кажется, визуал рассыпался в нем вообще, просто в крошке, типа в щебень рассыпался визуал. Это убило всю концептуальную изначальную картинку, которая должна была быть. А идеально мне не хватило вот какой-то прям жирной финальной точки, чтобы все-таки вот прям уйти в отрыв. И дальше оно вот прям, это знаешь, как-то вот... И вот аудиально чуть-чуть не дошло до вот этого пика, лично мое мнение. Визуально я не удовлетворился вообще, потому что все рассыпалось. Пока не отошли, мы можем вот сейчас прямо вот сразу попробовать отыграть какую-то самую органическую мелодичную часть. Попробуйте вот прям, чтобы это было ультраорганично и музыкально сделать. Это такое бесконтрольное состояние, оно приходит прям, может прийти в любой момент. Главное как-то вести, то есть как-то потихоньку, если ты чувствуешь, что ты можешь немножко так выбиться из привычного состояния, там, вышел и уже начал выдавать совсем другое. И по ощущениям это как будто бы тобой кто-то начинает управлять, что ли. То есть теряешь контроль над собой, как будто бы. Можно так описать, наверное. Ну, перформанс для меня такое, тоже своего рода такой шаманизм, такое шаманство, когда ты выдаешь совсем другое, непривычное, абсолютно новое, выходящее за рамки твоего, как бы, может, за рамки других людей, там, по пониманию. Сейчас просто все подряд называют перформансом, все, что, не знаю, просто я пью чай, это тоже перформанс. Перформанс в первую очередь должен как бы немножко так шокировать людей, именно в такое состояние ввести, чтобы люди так удивились сразу. Тут надо разделить, понимаешь? Есть такие категории перформансов, где типа лучше бы это вообще никогда не называли перформансом. Назови ты это как угодно. Вечеринку, послушал музыку, побегал на дорожке, ну типа
назови своими вещами, да, то есть это вот, типа, я вообще, вот перформанс это... Наверное, я сама про себя не называю этот перформанс пентой. И для меня это все-таки что-то про пентатонику. А пентатоника — это Это прям начало музыки, мне кажется. Это такая природная настройка человека, да, которая у слуха тоже. То есть рано или поздно человек к этому придет. Ну, вот именно пентатоники. Дефолтная настройка. Пентатоника, это тут прям пентатоника, а у нас была все-таки пента. Это не хватило тоники вот этой вот, типа, это была пента именно. А тоника, она вот как бы в своем архаичном понимании пентатоники, она вот, наверное, не произошла. Была вот типа пента, и дальше там что-то уже. у меня есть такое ощущение, что Дима с Юсуфом, они как будто бы управляют лодкой. Мы не знаем с Угдаром, куда лодка плывет. И мы просто наслаждаемся этим процессом, смотрим по сторонам. Чувствую, что могу управлять вот этой атмосферой. Я основываюсь на конкретных задачах, как бы исходя из состава участников, их возможностей. И уже исходя из этого нахожу как бы какие-то свои задачи, свою роль в коллективе. Интуитивные ощущения, они отталкивались еще от задачи. Как бы, почему пента, почему это пентатоника, почему такой набор артистов, т.д. Какая режиссерская задача? Показать, во-первых, локальную культуру. Когда мы говорим локальную культуру, мы ни в коем случае не привязываемся там, к татарской культуре только. В команде в том числе все ребята там, к центру сцены. ну, представители разных этнических групп. Вот. И это как бы... Иногда это сейчас культивируется и эксплуатируется, типа, вот, давайте, вот чисто наше там этническое. Но тут, мне кажется, не стоял вопрос именно культивации как бы какого-то использования культуры как инструмента какого-то уникального, и типа по-любому это зайдет. Вот, здесь больше, наверное, мы пообщались в команде, собрали ребят, поняли, какой это будет состав. Дальше начали просто дискутировать на тему, о чем бы мы хотели поговорить со зрителем. Пришли к тому, что как бы весь состав, наверное, пожелал как-то отразить какую-то культурную этническую составляющую, просто потому что интуитивно людям хочется делать, вот творить в этом векторе. Ребят, давайте начнем что-то. Разница может быть перформанса от других там видов искусств, там того же спектакля, наверное.
есть какая-то определенная форма высказывания, да, там. И, наверное, важна именно сама форма высказывания. Сколько человек, это тоже форма, да, там. Какой сетап, это форма. И во время уже самого перформанса и человек существует по-другому. И, соответственно, работает по-другому. И из этого уже может получиться какое-то высказывание. То есть это, наверное, подход немножко с другой стороны просто. И мне кажется, ребята как перформеры чуть-чуть постеснялись. Типа они чуть-чуть себя сдержали, как-то поаккуратничали. Я вот здесь, наверное, за разнос какой-то больше. Прям вот... Мы как бы не характерный, но женский состав визуального медиа-арта как бы. Поискать художественную интерпретацию пентатоники. Вот. Это достаточно непростая задача оказалась. Наверное, пента для меня это скорее трансформация какого-то конвенционального видения света. Интерпретация, я считаю, получилась. То есть моя роль в этом показать визуально звук, попробовать дать его почувствовать, какой он большой, или вот такой вот, или он делает вот так, или вот так. Возможность поработать в рамках уже понятного визуального языка. И как мы и разрушаем музыкальную пентатонику, возможность разрушить какие-то объективно красивые световые решения, сделать это более свободно, сделать это более честно, чувственно. Не знаю, я, может быть, просто зачерствел и типа перестал как-то, ну так всеобъемлюще восторгаться. Вау, вот это я создал, как у нас получилось. У меня остаются сомнения всегда, почти всегда остаются сомнения, что ну вот здесь можно было лучше, наверное, ну вот так не получилось, вот так не получилось. Если говорить конкретно о пенте, для меня это, это эскиз. Глобально, если разбирать вот то, к чему мы шли, такая миссия, типа создать вот этот вот аудиовизуальную пентатонику, мне кажется, на это уйдет вообще очень много времени. Потому что это такой феномен, в нем нет четких границ. И ввиду того, что в нем нет четких границ, ты не знаешь, а это ты достиг сейчас результата или не достиг результата. Мне кажется, там вот все очень такое плавающее. То есть ты можешь только на уровне ощущений сказать, вот да, вот это аудиовизуальная пентатоника, именно так я ее вижу.